А в минувшее воскресенье министр спорта Коми посетил Ухту. Здесь Виталий Савилов встретился с руководством спортивных учреждений города, торжественно открыл лыжный марафон памяти ухтинского лыжника и воина-интернационалиста Алексея Сверчевского и осмотрел спортивные объекты города. О планах развития и спортивном потенциале города Виктория Науменко. Первая точка маршрута Виталия Савилова – лыжный стадион спортшколы номер 1 и открытие лыжной гонки памяти спортсмена Алексея Сверчевского. В 1987 году, проходя срочную службу в Афганистане, он подорвался на мине, закрыв собой молодых солдат. С тех пор лыжный марафон памяти героя проходит в Ухте ежегодно, собирая спортсменов из разных городов республики и других регионов. В этом году количество участников небывалое – 480 человек. По словам Виталия Савилова, который недавно побывал на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени, здесь масштаб вполне сопоставимый. Великолепный праздник, я в самом деле очень впечатлен, и поэтому желаю, чтобы в дальнейшем продолжались эти гонки на регулярной основе. Буду рад приехать еще. Дальше осмотр спортивных сооружений города, в том числе старейшего спорткомплекса «Нефтяник». Здесь сейчас идет реконструкция. Это первый спорткомплекс, построенный в Республике Коми и единственный в Ухте, имеющий футбольное поле и хоккейный корт. Капитального ремонта здесь не было с момента ввода в эксплуатацию, с 1961 года. Полный капитальный ремонт здания и спортивного ядра. То есть появятся беговые дорожки, которые все ждут, обновятся спортивные сооружения плоскостные, ну и, соответственно, сам спортзал, зал бокса, зал самбо. Общестроительные и монтажные работы зданий и сооружений спорткомплекса «Нефтяник» будут завершены к столетию Республики Коми в августе. На сегодняшний день уже смонтированы кровли, выполнены демонтажные работы внутри спорткомплекса, идет отделка фасада. С той стороны, на протяжении всего, Дворцовский зал, на втором этаже. Здесь же зеркальный зал бокса. Уже восстановлены противопаводковый вал вокруг территории здания. Многие годы он был частично разрушен и потому не защищал от наводнений. В итоге прошлой весной во время паводка сам спорткомплекс и всю прилегающую территорию затопило. После вот этого ограждения у нас будет набережная. Продолжение отсюда и вторую часть у нас как красивый вечный огонь там, и вот это все будет набережная. Виталий Савилов, в свою очередь, удивлен увиденным, отмечает, у города большой потенциал. Ухта не только дает республике сильных спортсменов, но и может стать базой для проведения множества масштабных соревнований и внедрения новшеств. Сейчас мы уже обсуждаем участие Ухты в программе АИС-дневник. Это цифровизация нашей сферы спорта. Для нас это было бы очень здорово. Конечно же, посмотрел на объекты, необходимо сюда затаскивать мероприятия, бесспорно, потому что они потрясающие, они интересны, можно их проводить. Министру было важно увидеть, что представляет из себя одна из крупнейших спортивных точек на карте республики – Ухта. Результатом стал выстроенный план сотрудничества министерства и мэрии на ближайшие годы. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.